Всем привет, дорогие друзья, в эфире программа «Пропеллер». Здравствуйте. Денис Антипин in the house. Первый сюжет у нас про замечательную фотовыставку одного парня. Это была его дипломная работа, его зовут Артемий Чукров. Я вот никогда не понимал вот этих всех ценителей искусства, типа... Ну, по тебе видно, потому что ты не понимаешь вообще это. В чем заключается вот это вот все действие? Давай-ка я разгляжу, типа, в этой фотографии не женщину, а гору. Погуляй в пятницу, утром посмотри фотографии, ты также будешь вглядываться. Это гора или я? Кто же эти люди? С кем это я вчера был? В наш век информационных технологий мы все пролистываем фотографии в Инстаграме, лайкнул, дальше листаешь. А фотовыставка дает прекрасную возможность тебе действительно разглядеть фотографию. То есть ты приходишь, но не зря, что ты пришел. Ты оценил уже композицию, нормально, с чувством, Так зачем 15 минут и созерцать картину? Потом вживую сам что-то... Ну, потому что если фотограф действительно художник, он в эту фотографию может вложить очень много интересных смыслов. Пасхалки, типа. Да, пасхалки. Ты смотришь, оказывается, это не женщина. Я вот еще не понимаю вот это сравнение фотовыставки с Инстаграмом, да? Единственное, мне кажется, что привлекает там внимание, да, это вот эти вот женщины, да? Фотки Дениса Антипина, наверное. Нет, ты смотришь женщин, типа, и долго ты смотришь, что же она хотела показать. Снизу еще написано такая: жизнь это череда черного и белого, и только я одна. Какая-то очень длинная такая, и ты думаешь, господи, и ты смотришь, ну окей. Давайте посмотрим этот сюжет, было очень интересно, узнаем, что об этом думают посетители выставки. Ты что-то выключил? Всем привет! Сегодня мы посетили фотовыставку Артемия Чукрова, тема которой женский образ. Давайте посмотрим, как видит художник и что об этом думают люди. Выставки шикарные, очень атмосферные, можно сказать. Мне очень понравились эти фотографии. Только эмоций, только красок. Очень вдохновляющие. Тёма всегда отличался тем, что он не боится экспериментировать с цветами, и у него получается это очень здорово. Можно увидеть их мысли, что их беспокоит, что радует. Могут и радостные лица быть, и могут и чем-то огорченные. Фотография, она же что-то рассказывает, дает эмоции, атмосферу создает. Мои герои — это мои подруги, бабушки, сестры, коллеги, друзья. Вот Аина, певица, художница, дизайнер. И Панема, джаз-певица. Героиня моей афиши — это моя подруга Айна Иванова, скрипачка. Была раньше в ансамбле «Виртуозы Якутии». Она моя муза. Я делаю акцент на глаза именно. Не зря же говорят, глаза — это зеркало души. Но во многих моих фотографиях глаза закрыты. Когда общаюсь с моделью, если я не вижу контакта со мной, то я прошу модель закрыть глаза. Потому что если она с закрытыми глазами будет, это будет пустой снимок. Больше всего мне нравятся работы, где он сфотографировал детей. Бабушка с внуком мне очень понравилась. Мне нравится образ молодой девушки, мне нравится образ взрослой женщины, бабушка, которая сидит на кухне. Мы сразу подумали, что как бы было классно туда зайти, попить чай с ней. Мне кажется, что в каждом образе есть что-то неуловимое и что-то действительно прекрасное. Дорогие друзья, следующий наш сюжет посвящен кулинарии. Традиционная наша рубрика. Героем нашего сюжета будет замечательный человек. Это Ольга Лихоманова, известный блогер. Узнали у нее про рецепт такого интересного пирога с куриной грудкой и шпинатом. Я уже давно не ел пироги, и вот для меня ассоциация пирог — это когда бабушка готовила пирог, это что-то сладкое. Для меня пирог — это рыбный пирог. Все. У каждого свой пирог. Да. Всех нас объединяет пирог, типа, ну какой он? Это как человек, на самом деле. Вот я навряд ли буду общаться с человеком, да, рыбным пирогом, да? Вот навряд ли. Да я сейчас сижу, блин, меня знаешь, как трясет. Правильно ты вспомнил детство. Пирог одновременно. Да, пирог же одновременно это очень домашнее блюдо, и при этом оно очень праздничное. Торт — это праздничное, а пирог не очень праздничный. Нет, по сути, торт — это тот же пирог. Но, ребят, смотрите, если взять пирог, есть же ягодные пироги. Да, правильно? Ягодный пай, да? Окей, да? Берем сверху, просто намазываем это все ванильным кремом, вставляем туда свечки. Вот чем не торт? Ну, по сути. Ну, докопайся до меня. Можно же и в салат пихнуть свечки, чем не торт? Ну и вообще всем не торт, это салат. Готовка — это, по сути, тоже такой процесс, знаешь, творческий, когда ты пытаешься приготовить что-то красиво, оформить это, и плюс общение. У Ольги очень большой запас вот этих рецептов всяких разных, и при этом она еще занимается фотографией кулинарной. Она как фудблогер, типа? Да. Мы решили для начала узнать такой более или менее простой рецепт, и вот это был пирог. 40 минут торт-пирог готов. Торт-пирог? Торт-пирог. Потому что французы называют его торт. Ну, вы не знаете, ладно. Торт хочу.
Сегодня мы приготовим пирог со шпинатом и с куриной грудкой. Все ингредиенты, их очень немного. Это молоко, сливочное масло, пшеничная мука, яйца, куриная грудка, шпинат и помидоры черри. Еще добавлю соль и перец. Ну, начнем мы, наверное, с теста, потому что его надо поставить в холодильник на 30 минут. За это время мы сделаем начинку и заливку. Для теста нам потребуется масло, размягченное при комнатной температуре, 125 грамм. Сюда мы добавим 2 яичка, щепотку соли и 150 грамм муки. Ну, можно я щепотку вот так вот добавлю? Как Тесто получается очень нежное. И потом форму не надо ничем мазать. Еще как-то по-модному сейчас называют пироги. Киш. Да. Ну вот это тот же самый киш, но его сверху ничем не накрывают. А мы тут сделаем украшение, и получается как пирог открытый. Видно превосходство навыка. Если бы я пытался это тесто, тут бы все сейчас в крошку бы разлетелось. Мы сейчас накрываем пленочкой и в холодильник на 30 минут. В сковородку немножко добавили сливочное масло, разогрели, и сейчас здесь будем жарить нашу грудинку. Жарится довольно-таки быстро. Не забываем добавить соль и перчик. Вот пожарили курицу. Ну как, мы. Ольга пожарила курицу, я стоял, всякие дурацкие ремарки вставлял. Предпоследний этап приготовления нашего пирога – это заливка. Для этого нам потребуется молоко, 3 яичка и соль, перец. Как он это делает? Это все мимо. Это нужен навык. Вот мы вытащили тесто. Это пойдет наверх пирога. Где-то 1/3. Да. Обычно бывает тесто очень сложно вот до формы донести, да? Поэтому хозяйки в интернете я увидела, как делают. Они вот так на скалку заворачивают, форму приближают к себе и всю форму закидывают. Лайфхак. Первое, что мы туда кладем, это вот наша курица. Кидаем вот как раз наш шпинат. Самое классное, это, конечно, то, что в процессе приготовления уже эстетическое удовольствие можно получить. Красные помидорки черри и зеленые листья шпината. Ничего не напоминает, никакой флаг. Красно, зелено. Можно ножики? Никакой флаг не напоминает? Нет, не напоминает. Можно нож, да? Ну, я не знаю, мне почему-то этот пирог напоминает Италию. Края теста высокие, поэтому ничего никуда не выливается. Последний штрих – это у нас украсить сверху пирог. Ставим в духовку, которая разогрелась до 180 градусов минут на 40. Вот, дорогие друзья, сегодня был приготовлен такой замечательный торт. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой прекрасный пирог был сегодня приготовлен. Ольга, спасибо огромное за то, что показала нам, как это правильно делается. Надеемся, что придем к тебе еще раз, и ты покажешь нам тоже какой-нибудь интересный рецепт. А я вам скажу, давайте присаживаться и будем кушать. Приятного всем аппетита! И наш третий сюжет посвящен концерту барда по имени Бранимир. Такой вопрос вам. Как вы считаете, что важнее вообще в музыке? Слова или... Для меня всегда основную, наверное, такую часть, которую я воспринимаю, это слова. То есть я прям очень трепетно к этому отношусь. Пускай будет крутая. Нет, имеется в виду... Подожди, дай я договорю. Ну, давай. Вот начинаешь, да? Вот подумай пока над своим поведением, про пироги. Обожаю. Да? И вот смотри, самое главное это текст, потому что я люблю, неважно как, пускай будет, знаешь, очень модное звучание, очень круто, прям как надо, да? Но если будет текст тупой, что есть... Мама, да, 90% сейчас песни таких, то есть для меня важный текст. Музыка же она разная. Тут же нельзя говорить, типа... Кстати, а любителей тупых песен, да, Миша? Нет, тут же нельзя говорить то, что лучше для тебя, музыка или текст. Бывает же разная музыка, бывает музыка без текста. И
каждый там выбирает. Но мы же все равно сейчас берем формат, когда у музыки есть текст, грубо говоря. И что вот в этой песне? Ну, я могу сказать точно, что мне, конечно, больше всегда первичные тоже слова, текст. И поэтому концерт Бранимира я лично не мог пропустить. Просто интересно вот еще тот момент, что обычно, если привозят кого-то, то привозят более, такие, знаешь, на массы. Но вот приехал артист, получается, андеграунд, да, исполнитель такой. И вот концерт в Якутске. Чем больше у нас будет разнообразной музыки, разнообразных исполнителей, тем больше наш город будет расти именно в культурном плане. Меня часто сравнивают с шансоном, потому что голос хриплый. Пофигу, что там были Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Вертинский, у которых этой хрипотцы не было. Но на самом деле мне проще называться бардом, потому что в России каждый человек, который поет под гитару, он все равно обречен называться бардом. У меня возникло такое ощущение, когда я слушал твои песни, что там очень много сатиры. Не боишься ли ты, что тебя слушатели могут понять превратно? И люди, как некоторые, просто что они хотят услышать, то они и слышат. Кто-то в моих песнях слышит просто мат. Полагаю, что там есть еще что-то, помимо мата. Да, как у Эдди Мерфи, я, знаете ли, между матами еще шутки успеваю. Да. Можно по-разному понимать мои песни, но на концертах там немножко все более ясно становится. Когда там монологи идут, какие-то объяснения. Мне радостно, что вообще хоть как-то что-то понимается. Давай поговорим о литературе немножко. Добро. Расскажи, какие книги на тебя произвели наибольшее впечатление в эмоциональном плане? Первая книга – это «Волшебник изумрудного города». Вот. В детстве сам я в 3 классе прочитал, и мир перевернулся. Потом была книга страшная. Я взял, Фридриха Ницше. Так говорил Заратустра. Вот. Для 8-классника это была эйфорическая информация. Я все тогда понял, осознал. Человек — это то, что должно превзойти. А вот каким макаром я и не понимал. А вообще там я вот любил слушать русский рок, который был текстоцентричен изначально. Ну, это «Калинов мост», там Егор Летов в какой-то степени, тоже Башлачев. Поскольку мне все равно было скучновато воспринимать вот поэзию в чистом виде, когда ты читаешь по листочку. Мне все-таки нравилось, когда есть какая-то ритмическая и мелодическая окраска. С годами все равно человек, наверное, должен становиться добрее и терпимее. Когда я начал уже выезжать на гастроли, поездил по стране по своей, поездил по зарубежью и понял, что хороших людей очень много. То есть это жизнь, которая, когда я постоянно в дороге, она мне помогла это понять. И мне этого достаточно для того, чтобы понимать, что Россия – это вообще великая страна. Огромная, великая, с огромным количеством хороших людей. Вот, и больше хороших, чем плохих. Ты счастливый человек? Да, в большинстве своем. Есть вещи, которые выше человеческого счастья, выше моего счастья. Что необходимо для достижения какого-то более или менее неиндивидуалистического счастья? Изменения в тебе, они паровозом там повлекут изменения в твоем окружении. Спаси сам, и спасутся тысячи, как говорил Серафим Саровский. И мне кажется, что вот это... Ну вот и все, ребята, наша передача подошла к концу. Заходите в наше сообщество ВКонтакте PropTV, на наш канал на Ютубе PropTV и на наш аккаунт в Инстаграме prop.tv. Всем огромное до свидания. Всем пока. Еп. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить востребованные специальности: экономика и бухгалтерский учет, право и судебное администрирование, земельные и имущественные отношения, документационное обеспечение и управление, сервис на транспорте и операционная деятельность в логистике. Якит, будущее в твоих руках. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба, куртка шофера пахнет бензином, блуза рабочего — маслом машины. Руки стилиста — водой душистой, у визажиста — румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой, сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.